Здравствуйте! В прямом эфире ОРДО в студии Зарина Металиева и Алексей Калинин. Уважаемые телезрители, сегодня мы будем обсуждать тему экономического развития страны. И буквально вчера президент страны встретился с представителями бизнес-сообщества, где обсуждали самые ключевые проблемы экономики, в том числе инвестиционная привлекательность, краткосрочные, долгосрочные перспективы развития экономики, ну и, конечно же, защита предпринимательства обсуждалась. Ну что ж, дискуссия была достаточно активной. Предприниматели были живыми и интересными. В свою очередь, глава государства также пытался решать сразу вопросы предпринимателей на местах. Ну а мы же в свою очередь пытаемся, конечно же, говорить на актуальные темы и находить ответы порой даже на самые сложные вопросы. В этом нам сегодня помогут эксперты. В течение ближайшего часа поговорим о том, о чем говорил президент. Обязательно все обсудим. Попробуем задать острые и нужные вопросы. Но, разумеется, разобраться во всей ситуации. Тематика у нас фактор экономического развития страны, достаточно сложная. Но я предлагаю не терять ни секунды и прямо сейчас начать знакомиться с нашими экспертами, которые и помогут нам сегодня разобраться. Так, Иманалиев Данияр, первый заместитель министра экономики и финансов Кыргызской республики. Здравствуйте. Сыдыков Аскар, исполнительный директор Международного совета. Здравствуйте. Шукурбеков Азизбек, старший прокурор Управления экспертизы и организации работы Генеральной прокуратуры Кыргызской республики. Здравствуйте. С этой стороны у нас присутствует депутат Джугурку Кенеша Исманов Самат. Добрый вечер. И заместитель министра инвестиций Асанов Фуланбек. Здравствуйте. Но перед тем, как начать, я думаю, что мы должны посмотреть цитату о том, о чем говорил президент, напомнить нашим телезрителям, может быть, даже кто-то не в курсе, ну, а после этого уже продолжить беседу. Внимание на экран. Организация не может использовать свой потенциал и выполнять свою миссию. Хочу обратить внимание на модель Японии и Турции. К народу Кыргызстана 5 мая этого года я высказал свое мнение о дальнейших планах экономического развития страны. В рамках экономических реформ мы усовершенствуем фискальную, судебную, правоохранительную, транспортно-логистическую и внешнеторговую политику. Мы заботимся о том, чтобы цифровизация повлияла на жизнь каждого гражданина. Процессы управления и обслуживания будут полностью автоматизированы. Мы работаем на основе новых правил, чтобы заложить новую основу для роста и развития. Президент страны отметил, что мы закладываем основу для нового развития, да, пути страны. И да, прежде чем приступить к ключевым вопросам, давайте мы послушаем Данияра Шашимбековича, да, ваше видение об этом и какие вот именно приоритетные направления имел в виду президент. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые участники. Спасибо за приглашение, и сегодня мы имеем возможность еще раз обсудить. Почему еще раз? Потому что действительно этот вопрос очень часто, да, в последнее время поднимается, и идет попытка создания условий, и в речи президента было несколько ключевых моментов отмечено. Но в целом, да, до того, как мы будем обсуждать конкретные направления, я хотел бы отметить, что на сегодняшнем этапе мы находимся на стадии, когда государство свою политику выстраивает по нескольким направлениям с точки зрения форматов работы. Да? Если посмотрим опыт других стран, когда определенные системы меняются, например, у нас от централизованной системы менялись принципы, внедрялись рыночной экономики, был период реформ. Вот есть реформы, которые двух типов. Да? Вот первая реформа, когда идет либерализация любых процессов, да, оно обычно предполагает отмену чего-либо и очень быстро. То есть отмена, там, допустим, права собственности на государственные, да, объекты, там, внедрение частной собственности, там, или либерализация торговли и так далее, так далее. Вот такие принципы, они легко реформируются, легко внедряются, и очень короткий период это все меняется. Но наступает после либерализации, да, вот такого периода реформ, наступает период созидания и построения таких фундаментальных институтов развития, или же институтов, допустим, собственности, там, защиты прав и так далее, и так далее. И этот этап на самом деле в других странах по-разному проходит, но обычно это считается таким концептуальным шагом и требует очень
долгого времени, ресурсов, человеческих, финансовых, там, систем и так далее, построения институтов власти, институтов государственности, там, частной собственности и так далее, да? И, наверное, мы находимся на той стадии, когда действительно мы находимся на этапе построения, и некоторые, может быть, вещи, они вот по этим как бы причинам, да, то, что я перечислил, где-то, может, буксуют, а где-то мы не можем, да, как бы, вот, найти ту модель, которая для нас приемлема, как бы, на том уровне развития, который находится Кыргызстан. Но, возвращаясь к выступлению президента, он, опять-таки, да, фундаментальные вещи отметил. Это, можно сказать, одна из основ, да, развития рыночной экономики, когда мы говорим о рыночных механизмах формирования, допустим, ценообразования, формирования конкуренции, формирования, там, ведения бизнеса, да. И эти принципы еще раз как бы подчеркивают необходимость того, что государство должно идти на те меры, когда оно сокращает свое участие в экономике. Да? Президент сказал об этом, что государственное участие в экономике или же государственное регулирование экономики должно кардинально сокращаться. И здесь есть несколько аспектов, которые мы, допустим, видим, да, вот те же проблемы бизнеса с правоохранительными органами, да, это что говорит? Это зарегулированность, да, всех взаимоотношений, непонятность норм, или, например, может быть, какие-то нормы устаревшие, да, коллизии, противоречия законодательства, это все создает вот эту как бы среду, когда государственные органы, силовые структуры, да, другие органы, они все начинают регулировать бизнес, где должны были на самом деле работать рыночные механизмы. Я прошу прощения, Дарнир Шашимбекович, но здесь необходимо все-таки отметить, что одним из первых указов президента это были указы как раз-таки по защите инвестиций и поддержке предпринимателей. И даже этот момент, он заложен в Конституции. В продолжении этому даже создано Министерство инвестиций. Также, правильно? Да. Это вот пакет мер, которые были предложены, но вот, несмотря на то, что у нас указ, два указа, да, в конце января и одни из первых, да, в феврале были выпущены, они, к сожалению, вот здесь представители бизнеса тоже участвуют, к сожалению, где-то, да, вот на этапе исполнения не так как бы быстро идут эти реформы, как хотелось бы на самом деле, но этому тоже есть несколько, как бы, некие такие обоснования, там, объяснения. Но, как вы знаете, было, да, до этого ликвидирована и финансовая полиция, да, и потом в рамках указа президента также президент заявил, что в ближайшее время будет также расформирована служба, антикоррупционная служба, да, при ГКНБ. Наверное, это шаги, опять-таки, вот, исходя из практики, да, применения правоприменительной практики, которая у нас сложилась, поскольку в указе президента также было предложено создание как бы одного единого следственного органа, чтобы бизнесу тоже было понятно, да, потому что сейчас 4-5 у нас силовых структур есть. Понятны правила игры. Да, и они все как бы, теми или иными путями все равно доходят до бизнесмена, все равно проверяют, все равно арестовывают счета там, и так далее, да. И, конечно, в этом плане, если будет один следственный единый орган, всем будет понятно, что есть там следствие, есть там дознание, есть там правопорядок, да, есть там безопасность. То есть, чтобы они понимали вот эту функциональную как бы, значимость или разделение между госорганами. Да? А сейчас, получается, все силовые структуры имеют право на следствие, и любой госорган, да, там, на основании рапорта, на основании заявления, на основании каких-то фактов или происшествий, да, они возбуждают как бы, следственные мероприятия, дела, и обратно вот мы видим, что, к сожалению, количество проверок, количество арестов и так далее по отношению к бизнесу мы не видим, да, чтобы было такое значительное сокращение. Да? Вчера президент также в своем выступлении отметил относительно, допустим, проверок фискальных органов тоже. Да? То есть налоговая служба также, несмотря на мораторий, несмотря на запреты, все равно до сих пор проверяют там, камеральную проверку, выездные проверки, плановую проверку. Да? То есть это, несмотря на вот эти введенные моратории, все равно бизнес говорит о том, что это давление не спадает.
Но в рамках, допустим, нашего министерства мы в последнее время стараемся внедрить другие индикаторы. Допустим, в рамках работы правительства всегда была практика, что мы ставили определенные плановые значения по сбору доходов перед таможенной службой, перед налоговой службой. Также в рамках указа президента было предложено, давайте, товарищи, поменяем эти индикаторы, да? То есть не должно быть сбор доходов первостепенной задачей. Мы должны другие индикаторы выставлять, создание рабочих мест, да? Допустим, вывод из тени тех же предпринимателей, бизнес, да, чтобы больше была налогооблагаемая база, да, то есть чтобы это 5 сомов не один предприниматель, да, а 50 предпринимателей платили эти 5 сомов. Да? Вот с Министерством экономики нам как-то стало сразу немножечко понятно, мы прям много нам успели рассказать, но еще мы, конечно, вернемся к правоохранительным органам, о которых вы сказали, мы теперь знаем, кто будет помогать и защищать бизнесменов, мы вернемся к прокуратуре, но перед этим хотелось бы еще немножко поговорить об экономике страны, в частности, о инвестиционном климате, потому что он является неотъемлемой частью, то есть это один из факторов. И, естественно, у меня вопрос сразу к заместителю министра инвестиций, к Уланбеку Джалаловичу. Скажите, пожалуйста, как ваше министерство отреагировало на то, что сказал президент? Насколько вам прибавилось работы? И что у нас с инвестиционным климатом? С природным понятно, все хорошо. Вот с инвестиционным. Какие-то, по-моему, там даже связанные, естественно, с пандемией проблемы? Спасибо за вопрос. Хочу поблагодарить за приглашение, где в этом формате можно еще раз рассказать об инвестиционной политике. Но вся страна наблюдала. 23 числа была встреча президента Кыргызской республики Садыр Нуркожоевича с бизнес-сообществом. Все прекрасно видели. Все актуальные вопросы подняли наши предприниматели на этой встрече. Также туда были приглашены не только предприниматели именно с регионов Кыргызстана, но и зарубежные международные финансовые институты, банки, и где на все поставленные вопросы на месте получали ответы. Ну, инвестиционный климат, вы сами прекрасно понимаете, до этого было озвучено с экономической точки зрения, что мы не можем сказать, что на 100% все налажено и работает. Да, есть много упущений, и уважаемый президент на этой встрече, он озвучил, поставил задачи и даже сроки. Министерство инвестиций, как вы вопрос сейчас задали, много ли работы? Вы сами прекрасно знаете, что в этом году 5 числа был создан министерство, постановление Кабинета министров, инвестиционная политика, плюс с Министерства экономики и финансов нам передали политику госимущества, государственно-частного партнерства, банкротства и свободной экономические зоны. А вот вопрос сразу от фабричных рабочих, так сказать. Вот объясните, инвестиционный климат. Вот из чего он вообще состоит, что это, чтобы просто обычные люди понимали? Инвестиционный климат, во-первых, тоже первоначально было сказано, это законодательная база. Надо строить более привлекательный климат для инвесторов, не только для инвесторов, но и для местных предпринимателей. Надо в первую очередь законодательную базу рассмотреть, чтобы удобно, чтобы тем предпринимателям, которые хотят начать работу в Кыргызской республике, чтобы более привлекательным сделать, чтобы не было... Мы все понимаем, что бизнес разносторонний, и все госорганы участвуют. В любом бизнесе все госорганы участвуют. И у всех госорганов есть своя законодательная база. И вот мы сейчас, Министерство инвестиций, мы уже именно с законодательной базы начинаем. Мы сейчас концепцию строим, вопросы, задачу нам поставили. Мы сейчас начинаем. Единственное, у нас сейчас положение министерства сейчас мы утверждаем. Дай бог, вот, ну, несмотря на это, мы уже начали концепцию. И до этого было тоже сказано, мы все прекрасно понимаем, инвестиция это рабочие места. Рабочие места это заработная плата. Заработная плата это налоги, страховые взносы, это поступление в бюджет, это пополнение бюджета. Поэтому здесь мы очень со всей ответственностью строго подходим к этому вопросу. Я так думаю, в ближайшее время, в течение месяца, двух, мы уже эту концепцию будем выносить.
А вот какой основной план действий, мы сразу уточним у вас? То есть, с чего вы начнете? И вот да, после встречи с президентом... Уланбек Джалалович, просто здесь Алмазбек Шахмаматов, министр инвестиций, во время встречи с представителями бизнес-сообщества, он презентовал достаточно очень такую мощную презентацию. И еще также здесь необходимо отметить, также в ходе последней поездки президента Садыр Джапара в Турцию, здесь отмечалась роль торгово-промышленной палаты. Допустим. Вот в этих моментах можно немного остановиться? Ну, на этой встрече президент озвучил именно торгово-промышленная палата плюс свободные экономические зоны. Поручение уже Министерства инвестиций уже там было дано в течение месяца разработать концепцию по свободным экономическим зонам и по торгово-промышленной палате. Мы как бы это все приняли, мы сейчас начинаем эту работу. Я как бы сейчас не могу вам концепцию рассказать, потому что мы только начали. Но план действий у вас имеется. Можно будет добавить? Да, дополните, пожалуйста. По конкретным инициативам президента. Вопрос, просто мы инвестиционную политику недавно передаем в новое министерство. Вопросы прорабатывались у нас в Министерстве экономики и финансов относительно деятельности торгово-промышленной палаты. Что мы можем сказать? На сегодняшний день это было предложение, до этого тоже обсуждалось, предлагалось, и вот в речи президента это прозвучало. Я думаю, это очень хорошая инициатива, поскольку есть несколько моментов работы торгово-промышленной палаты как в целом. Да? Если, например, брать этот орган Chamber of Commerce, да, называется, в мире это такой сильный орган, он является квазигосударственным. Да? А это что значит? Это значит, что практически эта организация, она является таким сателлитом, да, то есть продолжением государственной политики через сообщество бизнесменов. То есть участники, если, например, вы знакомы опытом, допустим, той же Кореи, да, там, также, что предприниматели чувствовали себя очень защищенно. Да, та же, допустим, Япония, да, там у них тоже создавались некие такие организации, которые на базе крупных производителей, они по кластерному принципу развивают уже остальные мелкий и средний бизнес вокруг больших, например, компаний, кластеров, допустим, судостроения, автомобилестроения и так далее. Да? И вот в этих комбинациях очень важную роль играет вот эта ассоциация или сообщество бизнесменов, которое является продолжением политики государства. И в нашем случае, к сожалению, торгово-промышленная палата на сегодняшний день эти инструментарии не использует в полной мере, это первое. Да? Второе, у нас, к сожалению, в законодательстве пока не сформированы инструменты, допустим, функционала, да, полного функционала торгово-промышленной палаты, которые на сегодняшний день в современных других опытах мы видим. Да? Это какие примеры? Да? Это, допустим, вопросы аутсорсинга государственных функций, это лицензирование, это вопросы сертификации, да, это вопросы переговорных позиций, это вопросы по привлечению инвестиций, это вопросы формирования торговых взаимоотношений, да, с другими странами. Ну, мы, наверное, к этому еще вернемся, но сейчас бы хотелось бы сделать небольшую паузу, вернуться к бизнесменам, вы о них уже упомянули, и о правоохранительных органах, ну и вернуться к словам президента, который на встрече с бизнес-сообществом ясно сказал, что антикоррупционная служба будет расформирована, и новые обязанности у нас получает Генеральная прокуратура, поэтому, конечно, у вас теперь много работы, я понимаю. И, значит, Азизбек Шарипович, расскажите теперь, как изменится ваша работа, готовы ли к новым обязанностям, и какие сроки, когда вам придется уже приступить к обязанностям? Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Спасибо за приглашение. Прежде чем начать свое выступление и ответить на ваш вопрос, я бы хотел все-таки вернуться к истории. Если покопаться, то прокурор с латинского языка переводится как прокурора, это управлять, ведать чем-либо или заботиться.
При Петре Первом, как вы знаете, в России была создана прокуратура, и основной задачей было поставлено надзор за законом, за исполнением законов. Мы продолжаем эту деятельность, но я к чему именно остановился на латинском языке. Заботиться. Прокурор должен в первую очередь заботиться. У нас защита предпринимателей, защита бизнеса – это не новая для нас функция. В течение 30 лет на органы прокуратуры был возложен надзор за исполнением законов о предпринимательской деятельности, по защите предпринимателей. Поэтому данная функция, она не новая. У нас наши отделы, наши управления постоянно занимаются этим надзором за исполнением законов в сфере защиты предпринимательства. В этом году во исполнение указа президента у нас произошло реформирование. Был создан сначала отдел по защите прав предпринимателей. Специальный отдел. Далее мы пошли дальше. Мы на базе отдела создали управление. Теперь это управление, которое будет иметь свои филиалы по всем регионам. Защита предпринимательства является одной из наиболее приоритетных направлений деятельности прокуратуры. Поэтому мы намерены только лишь усилить работу в данном направлении. А есть какие-то сроки? Как вы знаете, вот сейчас опубликованы и введены в действие телефоны доверия. Вчера наш генеральный прокурор отчитался по работе в данном направлении. Поступают звонки, мы выясняем, наши сотрудники выезжают по каждому обращению, устному обращению, проводят соответствующие проверки. Если действительно факты подтверждаются, факты необоснованных, незаконных проверок, то принимаются соответствующие меры. Да, мы обязательно вернемся к процедуре, да, вот именно как механизм реализации сейчас, как он действует и как могут быть предприниматели защищены. Но сейчас очень хочется послушать Аскара Кутубековича, вы как представитель бизнес-сообщества, насколько вы согласны с мнением официальных властей? Есть ли у вас свое мнение на этот счет? Все-таки мы как-то с вами обсуждали, да, на одной из как раз, когда первые указы выходили президента по защите предпринимателей, о защите инвесторов. То есть достаточно так интересная беседа. Вот что вы можете? Ну, к сожалению, пока это все слова. На практике это не чувствуется. Вы можете у любого бизнесмена спросить, но многие вам скажут просто, что они пакуют вещи и собираются выехать, свернуться, сократить деятельность, выехать за рубеж. Пока у нас только мы занимаемся всем, но только не экономикой. Занимаемся борьбой с коррупцией, посадками, выборами, реструктуризацией, но только не экономикой. Пока этого нету, пока мы занимаемся экономикой, пока вот на уровне лозунгов, заявлений и выступлений. Вот это но тем не менее же все-таки вот новая Конституция, в Конституции заложена отдельная статья как раз по поводу инвестиций. Также, допустим, я еще раз повторюсь, допустим, у нас не было Министерства инвестиций до этого, да? Нет, заложено много что хорошего, но если оно не применяется, видите, у нас законодательство и сейчас неплохое, не сказать, что плохое, но оно просто не исполняется, понимаете? А то, что мы новое министерство создали, не обязательно ситуация изменится, если этот министр, это министерство не будет работать как следует. Понимаете, сейчас госслужба, к сожалению, растеряла все толковые кадры. Ну, очень много толковых кадров на всех уровнях ушли. А среди руководителей госорганов тоже мало таких действительно реформаторов, которые могут что-то сделать. Если говорить о прокуратуре, если прокуратура действительно хотела бы защитить, что-то изменить, уже бы давно защитила. Текущих прав, полномочий прокуратуры вполне хватает. Но тем не менее, вот, Аскар Кутубекович, тем не менее, вот вчера было вот обращение, вот, допустим, такая дискуссионная площадка была президентов с представителями бизнес-сообщества, где собрались более 100 предприятий, а также и было достаточно. Что вы для себя отметили? Потому что здесь он четко обозначает, что краткосрочные приоритеты. Вы как с этим?
Ну, нас там не было, там были индивидуальные предприниматели, ну, имеется в виду сами непосредственно бизнесмены, предприниматели, ассоциации бизнеса там не было, поэтому сложно сказать. Но судя по сообщениям из СМИ, эта встреча была довольно-таки односторонней, в основном речь шла от государства к бизнесменам, нежели чем от бизнеса к государству. Когда речь шла от бизнеса к государству, то в основном рассматривались индивидуальные проблемы. Индивидуальными проблемами, если будет заниматься президент или главы госорганов, ну, в них можно просто закопаться, их не разрешить. Нужно индивидуальный формат получился проблемами. как раз с представителем бизнес-сообщества, который предлагал построение малых ГЭС, и он достаточно так обосновал, да, свою позицию. Да, но это индивидуальный вопрос, понимаете? У кого-то что-то там ГЭС не строится, у кого-то земля не разрешает, кто-то справку не может получить. Но если президент по каждому такому вопросу будет бегать, ну, никого не хватит на это, понимаете? Нужно это системно решать, системно убирать эти полномочия госорганов. Вот, например, в наших соседних странах что сделали? Раз, просто убрали антимонопольную функцию, да? Просто не стали делать антимонопольный контроль. Раз, упростили процедуры торговли, сделали автоматическое признание там, сертификатов Евросоюза в этих странах. И просто эти бумажки стали не нужны. Вот это реформа. А если просто точечно вот так вот в пожарном режиме идти и разрешать индивидуальные вопросы компании, ну, это можно очень долго делать, и ситуацию в целом по экономике это не поменяет. Мы постоянно на протяжении последних месяцев говорим, что в первую очередь в экономике надо как минимум не трогать бизнес. Ну вот если сейчас продолжать просто ваши слова, я абсолютно согласен. Дело в том, что они очень похожи на, также мнение экспертов, вы сказали, что у нас много структур, у нас также есть институт бизнес-омбудсмена, который занимается правами бизнесменов. У нас есть агентство по защите и поощрению инвестиций Кыргызской республики. Они как бы есть, и они как бы работают, но почему-то бизнесмены, как вы сказали, немножечко сворачивают удочки, куда-то уезжают. Вот в этой связи сразу хочется спросить и депутата Джугурку Кенеша Самата Джикшиналиевича. Дело в том, что один из факторов развития экономики и то, что у нас кто-то куда-то уходит, это недовольство, наверное, законодательной базы. Вот вам, как человеку, связанному с этим, сразу же вопрос, скажите, что у нас не так с законодательной базой? Если она работает, и вроде бы как работает, мы понимаем, то почему она не исполняется на местах? Почему законы, грубо говоря, имеются, их много, есть очень хорошие законы, отмечаются, но почему-то вот как-то не исполняют их люди? Здравствуйте, добрый вечер. Уважаемые телезрители, спасибо за приглашение. Ну, для начала нам нужно посмотреть на моральную сторону. Кто исполняет эти законодательные? Законы все совершенно, как отметил представитель бизнес-сообщества. У нас, в принципе, не было плохих законов. Изначально 30 лет у нас все хорошие законы. В последнее время только правоохранительные органы, в том числе прокуратура, начала превращаться из карательного органа в правоохранительный. Только вот недавно это вот новая новость для нас. Потом мы говорим о росте экономики. У нас внутреннего валового продукта нету. У нас привыкли к рыночной экономике. У нас половина страны это бизнесмены, которые перепродают. Убегают, за страну покидают, потому что не видят прогресса здесь, ничего не видят, перспективы не видят. Наша задача, даже задача страны, поддержать наших внутренних инвесторов. Мы говорим о больших инвестициях, о крупных инвестициях, но мы же не можем растить своих инвесторов, которые здесь поднимают агропромышленный комплекс, которые здесь поднимают индустрию. Мы их должны защищать. Мы, как вчера президент отметил, он сказал, Кыргызстан будет страной предпринимателей. Очень правильно заявил. Мы кыргызы сами по себе, и наш народ в целом, кыргызский народ, он очень предприимчив. Но самая большая проблема в том, что вместе с этими бизнесменами утекают умы. Вот много говорим о аутсорсинге, о хедхантинге, что мы должны... На самом деле человеческие факторы, они уезжают же. Человек, который здесь может заработать $1 миллион, он поедет в другой стране будет зарабатывать. Вот в чем проблема. Мы своих не можем защитить, а мы говорим о других. Никакой бизнесмен сюда с другой стороны не приедет, пока здешний бизнесмен не будет защищен. Сам по себе бизнес строится как? Он строится на том, что местный кыргызстанский бизнесмен договаривается с своим партнером за рубежа, они открывают общий проект какой-либо, и бизнес начинает расти. Но если он же не может сказать иностранцу, или тому же турку бизнесмену, или тому же российскому бизнесмену, давайте так работать, потому что он тоже не уверен.
уверенности в завтрашнем дне нету. А почему у нас такая ситуация складывается, что вот появляется мнение, что одни законы работают для одних, а эти же самые законы для других не работают? Почему у нас законы существуют, но не исполняются? Ну, институт двойных стандартов у нас в стране пока еще никто не отменял. Это есть. Мы надеемся и верим, что нынешняя власть вот, начнет с того, что вообще в целом в этом государстве, в нашем любимом Кыргызстане, есть большая пропасть между госорганами, между частными предприятиями, между правоохранительными органами. Большая пропасть. В целом страну должны вместе мы все поднимать. Поэтому вот один из законов, это закон о государственно-частном партнерстве, он фактически не работает. Ну, его нет, он есть давно, этот закон есть. Государственно-частном партнерстве, но он не работает. Мало примеров. Я прошу прощения, Даниил Шашимбекович, вам есть что ответить? Здесь Аскар Кутубекович говорит, ну на самом деле инициативы не есть, да, вот сначала, говорит, мы видим, да, говорит, вы можете с чем-то согласиться, а может быть возразить? Ну, в целом, то, что я в начале, да, в своей речи сразу говорил о том, что мы на этапе построения институтов, да, вот этап строительства чего-то, он всегда такой затяжной, он сложный, да, потому что... Время нужно. Да, это время нужно, потому что вот как бы этап реформ, когда мы просто все отменяем, это вот легко мы это все прошли, мы быстро перешли к рыночным механизмам, теперь нужно было строить уже вот эти фундаментальные вещи. Я вот могу сказать, их перечислить, да, вот основные моменты. Вот в экономике есть такое понятие, как институт частной собственности. Вот всегда мы говорим, что она неприкосновенна. Да, и в Конституции написано, что частная собственность. Это вот фундаментальная вещь, потому что это касается фундаментального как бы актива, да, в экономике, когда любой человек, он должен быть уверен, да, что вот этот дом или вот это там завод, да, вот эта техника, там, люди, они будут безопасны. А почему этой уверенности у нас до сих пор нет? Вот вы сказали, в законе как бы есть, институт есть, но уверенности нету. Есть прецеденты, вот когда вот как-то не работает. Есть как бы несколько показателей, да, вот говорится, допустим, если говоря о системе такой демократической, да, верховенство права, да, или верховенство закона, оно всегда было незыблемым. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот в данной ситуации должна быть такая система, которая справедливо, да, очень эффективно, быстро решает конфликты. Потому что конфликты не всегда могут быть между государственным органом и предпринимателем. Да? Оно может быть и между хоссубъектами. Да? Вот в этой ситуации, если, например, будет система эффективная, справедливо открытая, то тогда уверенность появляется, да, что вот любой случай, даже если непонятные для друг друга, они идут к арбитру. И он разрешает этот спор. Вот, к сожалению, в нашей системе, да, вот, представители бизнеса они могут тоже, да, подтвердить, что очень сильно искажение пошло. Да, вот, очень много мы видели, да, что судебная система, к сожалению, не смогла вот, тот мандат, который на нее возложен, да, реализовать. Поскольку мы видели, да, очень много коррупционных проявлений, очень много непонятных вещей, которые происходят, да, там сговоры, там коррупция, там несправедливые решения. Или же, например, еще была практика, да, вот до сих пор, может, где-то продолжается, что все споры между государственным органом и предпринимателям, да, если это касается налогов, других вещей, всегда решалось в пользу государства. Нет, или же в пользу бизнеса. Здесь еще вот я хочу отметить, вот вы правильно заметили судебную систему, говорит, законы могут быть разные, говорит, но если наша судебная система хромает, то есть судебная система, это говорит о том, что предприниматель должен быть защищен в крайнем случае в суде, правильно, допустим, да? То есть этот момент. И еще хотелось бы отметить момент, все-таки мы за 30 лет своей независимости до этого, мы как-то вот привыкли ментально вот жить в плановой, да, экономике. Вот все-таки, наверное, нужно понять, что все-таки мы уже перешли к рыночной экономике. Мы поняли ли это, скажем, да, как и чиновники, так и сами представители бизнес-сообщества? Как вы Здесь думаете? на самом деле ничего понимать, я думаю, как бы не надо. Да? Это мы строим систему. Любой закон, на то и закон, что оно исполняется, как бы оно имеет силу прямого действия. То есть как написано, так и должно как бы исполняться. Да? Другой вопрос, правоприменительная практика, да? Как мы его трактуем. Вот сколько мы как бы пишем законы, на самом деле, вот когда мы доходим до конечного последнего исполнителя, да, этого закона, правоохранитель он в свою пользу трактует, государственные органы там другие, да, как бы нормы вводят, понимание, судебная система третье понимание. В итоге там вообще, да, интересов, да, вот закон он всегда пишется на тех принципах, что он должен быть как бы балансом
как бы, за и против, да, противовесов, и самое главное, должен учитывать интересы всех. Если он где-то нарушает интерес кого-то, закон он так не пишется. Да? Он должен быть всегда как бы сбалансирован, да, с точки зрения взаимоотношений, когда соблюдаются интересы всех сторон, и тогда вот эта справедливость, да, вот эта норма, да, она появляется. И тут же получается, что у нас как бы закон у всех разный. Он как бы единый, но вот то, что вы перечислили, у всех все его трактуют по-разному. Мне сразу тогда вопрос, наверное, все-таки к Аскару Кутубековичу. Скажите, вот вы тогда как эту ситуацию для себя трактуете? Что нам с этим делать? Закон один, много структур, у всех он почему-то разный, все его понимают по-разному. Для бизнесменов он тоже отдельный. Есть какой-то путь решения, с чего начать? Да, здесь очень просто. Все идет от главы государства. Если глава государства решил развивать экономику, как вы говорите, не плановую, а рыночную экономику, он делает согласованную госполитику. Сейчас у нас что происходит? С одной стороны, все надо отдать государственной компании по разработке недр, с другой стороны, приватизация. Но это же друг другу противоречащие понятия. Да? У нас госполитика не единая идет. С одной стороны, мы говорим поддержка бизнеса, привлечение инвестиций, с другой стороны, идут посадки бизнеса. С одной стороны, мы говорим, там, нужно здравоохранение, с другой стороны, у нас вакцинации нет. Ну, вот такие противоречия, они раздирают нашу систему. Судебная система почему не работает? Потому что правоохранительный блок запугал всех судей. Судьи просто, они не независимы, они боятся, что будет завтра, поэтому любое решение они примут, к сожалению, да? О независимости пока говорить не приходится. Далее, что происходит? По поводу указов президента. Хорошие указы были по защите собственности. Но когда мы в конце апреля участвовали в совещании, оказалось, что из 28 пунктов указов один исполнен был. Был открыт телефон доверия. На этом и ограничилось. Я не знаю, насколько сейчас оставшиеся пункты были исполнены или нет, но там были очень простые пункты. Вот здесь коллеги знают прекрасно, какие это были пункты. Там нужно было внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, в Уголовный кодекс. А изменения же недавно вроде вводили. Мы их разработали, мы их совместно со всеми коллегами здесь разработали, но этот законопроект почему-то просто застрял в правительстве, и он никуда не движется. Вот. А как раз по поводу торгово-промышленной. Да, вот он застрял в правительстве. Здесь хочется также отметить, во время встречи с представителями бизнес-сообщества президент очень четко подчеркнул: хватит бюрократии, саботажа хватит. Да? Говорит, да, вы хотите ответить. По поводу предложений делового совета, ассоциации бизнесменов, бизнес-сообщества, действительно пакет был рассмотрен, проработан с учетом всех, так сказать, нюансов в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс. Было принято решение, что действительно необходимо ввести ограничения, четкие ограничения, чтобы ни один правоохранительный орган не вмешивался в хозяйственную деятельность или в хозяйственные споры. Да, я для информации скажу, сейчас вот в средствах массовой информации, в обществе очень бурно обсуждаются разработанные проекты кодексов. 29 июня текущего года, то есть буквально на следующей неделе, наш парламент рассмотрит в первом чтении проекты Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса о правонарушениях против порядка управления, где мы постарались учесть все пожелания, все предложения бизнес-сообщества. К примеру, вот мы включили в Уголовно-процессуальный кодекс такое требование. Уголовное дело не может быть возбуждено при отсутствии сведений о финансовых и экономических правонарушениях. То есть, если два бизнесмена спорят между собой, и один бизнесмен решил обратиться в правоохранительные органы, в настоящее время правоохранительные органы, это сейчас финансовой полиции нету, вот МВД, ГКНБ или органы прокуратуры начинают проводить проверку. То есть назначать налоговую проверку и так далее. И проверку финансово-хозяйственной деятельности. Теперь мы поставили ограничения. Если
бизнесмен пишет на другого бизнесмена или гражданин пишет на бизнесмена, то без соответствующего налогового акта, который вступил в законную силу и не был обжалован или был обжалован в судебном порядке и действительно подтверждает, что бизнесмен уклоняется от налогов, только в том случае проверка будет проводиться и будет проводиться расследование. Если таких документов нет, то заявление принимается, регистрируется, но по нему в течение 24 часов выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И никаких проверок не будет проводиться. Вот ваша структура, она, в принципе, достаточно молода, еще очень мало времени прошло, чтобы понять, насколько она успешно работает. И я бы хотел сейчас сразу переключиться к министру инвестиций, к Уланбеку Джалаловичу. Скажите, пожалуйста, вот существует такой рейтинг легкости ведения бизнеса, мы тоже там присутствуем, за последний год, ну, за предыдущий, за 2020 год. На первом месте, чтобы мы понимали, Новая Зеландия, на 6-м США, наши соседи Казахстан 25 место, Россия 28 место. Мы находимся сейчас на 80-й строчке. Хотя были лучшие времена, вот в 2010 году мы 41-ю строчку занимали. Нам вот в этом плане мы понимаем, что как-то мы вот съезжаем по легкости ведения бизнеса и понимаем, что действительно бизнесмены потихонечку от нас уходят и инвестиции пропадают. Вот в этом плане, как добиться того, чтобы как-то подняться в этом рейтинге, с чего начать? Хороший вопрос. Вначале тоже говорили, чтобы более привлекательный сделать рынок Кыргызстана для инвесторов, это рассмотреть законодательную базу. Но вот коллеги тоже говорят, что законодательная база и существующая. Если по этой законодательной базе работает, то он тоже более привлекателен. Есть много моментов. Почему был сейчас поднят вопрос, очень много бизнесменов сейчас выезжает за пределы. Я не могу согласиться, потому что у нас чуть статистика есть, тем более с момента открытия министерства более 50 проектов только вошли сразу. Из них уже 13 проектов работает. А вот мы продвигаем, сразу, и суммарно это где-то около 120 миллионов долларов уже работает. Отток инвестиций сразу, поскольку у нас есть понижение, у нас с прошлым годом, с 2019 годом, есть разница, значит, на 31% у нас количество инвестиций уменьшилось. Это с чем связано? Это больше пандемия или есть еще какие-то факторы? Ну, здесь много факторов. Вы сами прекрасно понимаете, ситуация Кыргызстана за последние лет как менялась, и политически, и рыночная, и со стороны пандемии. Ну, пандемия не только Кыргызстан, она во всем мире. Но несмотря на пандемию, я еще хочу возвратиться, что буквально каждый день по 10, по 20 встреч. И я вот сам удивляюсь, что именно иностранные граждане приезжают. И наши, те предприниматели, которые выезжали, они возвращаются именно с партнерами, с иностранцами, чтобы строить бизнес в Кыргызстане. Потому что люди уже поверили. И не только люди, и не только наши местные предприниматели, но и зарубежные предприниматели. Потому что они уже открыто с готовыми проектами приезжают. Они уже до приезда, они уже изучают законодательную базу у нас. Как нам работать. Я не знаю, до этого как бы я не сталкивался, в другом направлении работал, но сейчас, поработав в Министерстве инвестиций, я вижу, что климат улучшается у нас, рынок. Ну, вдогонку, как раз, если мы говорим о законодательной базе, мне все-таки вопрос к Аскару Кутубековичу, вот новшества, которые вот предлагает, да, для облегчения, вот он, Ализбек Шукурбекович, он привел пример, вы как поддерживаете? И еще здесь необходимо отметить, что к октябрю будет уже разработан новый налоговый кодекс, да? Да, эти новшества правильные, мы их обсуждали ранее с коллегами, но мы сейчас выступаем против того, чтобы в поспешном порядке принимать новые кодексы, которые будут влиять на жизни людей. Это уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, кодекс об административной ответственности. Такие вещи нужно не спеша обсуждать несколько раз, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. К сожалению, сейчас планируется буквально за лето их там принять, в сентябре ввести в действие или со следующего года, это поспешно. Но идеи, заложенные, вот те, которые учли предложения бизнес-сообщества, они правильные, мы об этом на протяжении последних 2 лет говорим. Они как раз так гуманизируют. Вот так. В этой части бизнеса. Но есть другие минусы, о которых сейчас, наверное,
много времени потребуется, чтобы говорить, не будем углубляться. Я просто хотел прокомментировать цифры коллеги. Здесь статистику очень просто посмотреть. За первый квартал этого уже года, 2021, у нас снижение ВВП более 9%. Такое, это рекордное снижение ВВП, такое никогда в истории с 94-95 года не было. Ну о каком инвестиционном климате мы можем говорить? Если посмотреть на снижение притока инвестиций и увеличение оттока инвестиций, такие же цифры. Сейчас выйдут цифры по итогам полугодия, вот 6-месячные. Вы увидите, что и по количеству созданных рабочих мест мы отстаем. За прошлый год было ликвидировано больше рабочих мест, чем создано. Такого у нас тоже практически никогда не было. То есть действительно плачевная ситуация. Я не знаю, может быть, к вам люди приходят открывать проекты, но если вы посмотрите на уже существующих инвесторов, то ситуация не очень хорошая. Но даже люди на глобальный трейдинг мы постоянно потихонечку падаем с 2011 года. То есть года. весь мир уже восстанавливается после пандемии. Наши соседи восстанавливаются. Наши соседи некоторые даже по итогам 2020 года показали небольшой плюс. У нас был минус 8,6%. Весь мир восстанавливается, мы до сих пор вот занимаемся больше политикой, нежели чем экономикой. Данияр Шаршембекович, вот здесь также вот в продолжении этой темы мне хочется отметить такой момент. Также глава государства обозначил краткосрочные перспективы в обозримом будущем для развития экономики. Мы большие надежды, драйвером, скажем, экономического развития у нас являются, конечно, золотые рудники, и недавно тоже открывшийся Джеруй. Вот эти вот какие-то краткосрочные перспективы можете обозначить? Ну, в целом по состоянию экономики я хотел бы отметить, что да, действительно, в прошлом году было очень сильное падение. Это в первую очередь было связано с ограничениями и карантинными мерами. Как вы знаете, у нас соседний Китай, когда пандемия только началась, у нас были ограничения по торговле, между странами. И у нас, как бы мы ни говорили бы, значительная доля в экономике страны, это составляющая, это сектор торговли и услуг. И порядка 50% нашего ВВП формируется именно в этом секторе. И мы, как вы знаете, до этого имели такую реэкспортную модель, то есть мы воспользовались соседством с Китаем, и что мы одними из первых в регионе стали членами ВТО. Мы эту возможность использовали, и мы за последние 30 лет развивались именно по этой модели. Но определенные изменения всегда могут быть, и сейчас мы видим, что торговля между странами, она уже концептуально и качественно меняется. Сейчас очень сильно развиваются почтовые посылки. Кроме этого меняется и электронная торговля, то есть онлайн все идет. И в какой-то степени вот эта модель, она поменялась, и причем еще и в период пандемии вот эти закрытия границ очень сильно ударили по экономике Кыргызстана. Это нужно констатировать, это одним из по отношению факторов. с другими странами у нас более глубже был экономический спад. Мы почувствовали. То, что касается развития уже в этом году, необходимо отметить, что первые 2 месяца, эта тенденция продолжалась, но начиная уже с 3-го месяца, с 4-го, с апреля-мая у нас эта тенденция спада сокращалась, и вот по итогам 5 месяцев уже у нас порядка 1,6% спад, он от 8-9% он сократился, но мы по итогам года ожидаем порядка 3% у нас экономический рост будет. То есть у нас оставшиеся месяцы, за 6 месяцев мы думаем, планируем, что и надеемся, что мы эти обороты обратно нарастим. То, что касается в целом возможностей в экономике, конечно же, это на сегодняшний день, недавно было также исследование, опубликовано, в котором говорится, что ключевая задача на 2021 год для всех, для многих стран в мире является вопросы борьбы с пандемией.
То есть на первом месте стоит вопрос вакцинации. Да. То есть все страны сейчас, да, экономические инструменты, они говорят, экономика будет зависеть от темпов вакцинации. И, к сожалению, да, вот мы тоже недавно делали анализ, например, если в Штатах, да, примерно 45-50% населения уже вакцинировано, да, у них, знаете, какое большое население. В европейских странах, да, там 50%, в некоторых странах 30%, допустим, есть. В соседнем Казахстане это 8-9-10%, да, то есть, но, допустим, в регионе такие темпы, такие же низкие, да, в районе 1-2%, это у нас в Таджикистане, и 0,7%, да, порядка 0,7-1% у нас вот это охват вакцинации в Казахстане. Это, конечно же, нас настораживает. Вот мы с точки зрения ускорения вот этих процессов, да, там, завоза вакцин, вот в России сейчас уже в 7-м регионе перешли на обязательную вакцинацию. То есть уже не стали у людей спрашивать, они понимают значимость, да, что мы видим, да, что уже повторные инфекция и болезни повторные, да, оно уже не новость. Да. Вы же видите, что вот даже знакомые, там, другие, да, люди, они уже по второму разу, если не по третьему, обратно болеют ковидом. Да? Если мы вдруг, смотрите, если мы вдруг всех, конечно, всех привьем по этой вакцине, понятное дело, что прям существенно экономика у нас не изменится. Вот если зайти прямо сейчас на сайт... Да, это определяющая вещь, я просто по приоритетно говорю. Я к тому веду, что если зайти прямо сейчас на сайт Министерства экономики, там есть у вас определение инвестиционной стабильности, один из факторов — привлекательные льготы. Вот возвращаясь к словам вашего коллеги, мне бы хотелось спросить, может быть, у нас для того, чтобы бизнесменов вернуть этот инвестиционный поток в нашу страну, может быть, нам недостаточно созданных привлекательных льгот, может быть, надо еще что-то сделать? Я на самом деле хотел бы отметить, что в Кыргызстане эти преференции и льготы, наверное, самые такие благоприятные, да? Потому что посмотрите даже на фискальную политику нашу. У нас налоги 12%, 10%, да, то есть там 2-3 там, налог с продаж там, до 5%. Да. А вот столько бонусов, эти показатели, люди уходят от нас? Самые низкие в регионе. Вот просто посмотрите, тот же НДС, например, да, там 20-25, тот же подоходный налог там 28-30% соседних стран. Но ведь не работают они, получается, почему вот эти преференции на самом деле не срабатывают? Да. Я уже причину сказал, что для инвестора любая чужая страна, она сопряжена с риском. Риском каким? Это в первую очередь сохранность и безопасность. Любой инвестор, у него барьер, да, вот коллеги знают, да, у любого инвестора есть барьер языковой, прежде всего, да, то есть он там в чужой стране, он не знает людей, он не знает условий, он не знает языка. То есть для него это вот эти вопросы безопасности, это первостепенные. Вот, и исходя из этого, безопасность как формируется? Безопасность физическая, безопасность интересов, да, то есть как его интерес защищается. То есть соглашения есть, договора есть, да, как они исполняются. Это очень важные элементы, которые на самом деле, вот здесь тоже, да, представители Джоркинеша сказали относительно того, что любой бизнесмен, он старается найти местного, да, игрока, который будет в партнерстве с ним работать, потому что он все равно знает местную специфику, менталитет знает, культуру знает, там определенные условия знает в экономике, да, и вот эта совместная деятельность у нас, к сожалению, не получается, потому что доверие со стороны наших инвесторов, да, оно, так скажем, не на самом хорошем уровне, да, а оно формируется просто, да, возьмите интернет. Возьмите интернет и любую страну вбейте, да, и первые вот эти строчки, да, вот что у нас есть в английском, да, например, там пространстве, да, оно уже выплывает, да, то есть если мы каждый раз говорим о пограничных конфликтах, да, о революциях, там, о каких-то других катаклизмах, ну, естественно, да, должны конечно, быть условия, это все формирует вот этот имидж государства, да. Ну, у нас совсем немного времени остается, к сожалению, и, ну, последний финальный вопрос, если коротко, Оскар Кудайбекович, почему не работает безопасность, кто за это отвечает, и что делать с бизнесменами все-таки, на ваш взгляд, как их вернуть в нашу страну, как вернуть эти инвестиции? Ну, вот коротко прокомментирую, что мешает сейчас, видите, почему к нам не приходят даже на вот такие налоги. У нас небольшой рынок, 6,5 миллионов, это совсем небольшой в мировом масштабе. Процент говорящего на английском населения совсем небольшой, менее 1%, оказывается, по международным оценкам. У нас энергомощностей не хватает, у нас законы не исполняются. Что толку низкая ставка налога, если она не исполняется? Если в любое время могут доначислить налог, понимаете? В целом законы не исполняются. Общая политическая нестабильность, постоянные изменения законов, изменения госполитики. Вот это все дает
в общем эффект того, что сложно привлечь инвесторов. Что нужно сделать? Вот это все исправлять. С самого верха назначать профессиональных лиц на ответственные государственные посты, брать вектор на развитие экономики, а не на карательный уклон, чтобы эти профессионалы назначали на средний уровень таких же профессионалов и на базовый. Вот все, видите, сверху по вертикали идет. Если сверху идет непрофессионализм, то и на среднем, и на базовом уровне он продолжится. Решения вовремя не будут приниматься, там земля не будет выделяться, инвестора не будет защищать и так далее и тому подобное. Но вот, к сожалению, у нас совсем мало времени остается. Я думаю, что нам еще раз придется с вами встретиться, еще раз поговорить. Но вот какие-то вопросы, какие-то ответы на эти вопросы мы сегодня попытались найти. Да, спасибо. Я благодарю вас за то, что пришли и обсудили столь актуальную тему. Ну что ж, держим руку на пульсе. Замира Умиталиева, Алексей Калинин. Это был прямой эфир на Первом общественном. Я напоминаю, что не только эксперты могут высказаться на данную тематику. Если вы не безразличны в этой теме, добавляйте наш канал в YouTube, и там в записях нашей программы в разделе видео можно будет высказаться и вам. Обязательно пишите, мы будем рады почитать. На этом у нас все. Встретимся в эфире. Пока.